Добрый день, дорогие друзья! В истории нашего Аймекония столетию родного улуса в селе Барагонского второго наслега состоялось знаменательное событие – торжественное открытие сквера выдающегося исследователя Северо-Восточной Сибири, геолога и географа, члена-корреспондента Академии наук СССР Сергея Владимировича Обручева, который открыл всему миру Аймекон как полюс холода. Сергей Владимирович Обручев родился 3 февраля 1891 в Иркутске. Сергей Обручев пишет: «Моя задача в скромнее доступной форме рассказать об экспедиции, которая была совершена мной в 1926 году на реку Индигирку, места совершенно неизвестные и одним из результатов которой достаточно романтическим было открытие на месте предполагающейся низменности обширного хребта, названного в честь исследователя Сибири Черского, погибшего на Колыме хребтом Черского. При работе совершенно неизвестной местности нельзя было ограничиваться маршрутной съемкой. Приходилось определять астрономические пункты, на которые должна была опереться карта. Поэтому был приглашен геодезист Салищев. В 1926 году это поселение, носящее название Крест-Тамтор, состояло из 2 деревянных церквей, юрты священника, большого здания школы, больницы, дома судьи и 4 или 5 юрт местных жителей. С 1926 по 30-е годы экспедиция Обручева впервые отметила признаки золотоносности бассейна реки Индигирки. Обручев и Салищев обратили внимание на Аймеконскую впадину, закрытую со всех сторон горами, задерживающую выход из нее тяжелого холодного воздуха. Эти же горы надежно защищают впадину от влажных воздушных масс, идущих со стороны океанов. Экспедиция Обручева сделала заключение, что с Орел Мороза является местность с географическими координатами 63,16 северной широты, 142,15 восточной долготы. Тут же была выведена расчетная температура воздуха минус 71,2. Холодное время года здесь длится 9 месяцев. Для изучения этого вопроса Академией наук СССР в марте 1929 года была открыта в Крест-Тамторе метеорологическая станция. И в 1932 году на станцию прибыл Василий Иннокентьевич Попов, который и был первым начальником этой станции. Почетное право открыть сквер имени Сергея Обручева предоставляется главе муниципального образования Барагонский второй наслег Никифору Никифоровичу Протопопову, заслуженному учителю Российской Федерации, руководителю литературно-краеведческого музея Тамторской средней школы Марии Поликарповне Бояровой, главному подрядчику Евгению Матвеевичу Заблоцкому. Сергей Владимирович Обручев – это человек, который действительно отдал более полувека своей жизни служению отечественной науке. Благодаря ему наш Аймекон знает во всем мире. В 1926 году он здесь, на берегу реки Хуйдусун, здесь в Крест-Тамторе, зафиксировал предельно низкую температуру минус 72,2 градуса. Сегодня, благодаря участию в республиканской программе местных инициатив, мы получили финансирование Минфина, софинансирование муниципалитета, с населения и спонсоров. И построили вот этот сквер. Главным подрядчиком стал наш молодой предприниматель Заблоцкий Евгений Матвеевич. И потому все вот эти строительные работы сделаны руками наших местных ребят. По дизайну и проектированию нам очень большую помощь оказали управление архитектуры и градостроительства под руководством Алексея и Ирины Дмитриевны.
И сквер получился очень красивый, современный. Я от имени администрации Барагонского второго наследия и от себя лично хочу выразить слова глубокой благодарности, огромной благодарности всем тем, кто принимал непосредственное участие в строительстве этого данного объекта. Администрация муниципального образования Барагонский второй наследник Аймиконского улуса Республики Саха-Якутия награждает грамотой уважаемый Евгений Матвеевич. Администрация муниципального образования Барагонский второй наследник выражает вам искреннюю признательность за сотрудничество при строительстве сквера имени Сергея Обручева в селе Тамтор. Пусть в дальнейшем ваша энергия, профессионализм и активная жизненная позиция служат во благо процветания нашего Аймикония. Крепкого здоровья, счастья и успехов во всех ваших делах. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Глава администрации Никифор Протопопов. Вручается Ирине Дмитриевне Алексеевой, архитектору, который сделал дизайн этого сквера. Дорогие тамторцы, жители Аймиконии, я поздравляю вас с открытием еще одной красивой, исторически значимой туристско-рекреационной зоны, связанной с именем Сергея Владимировича Обручева, который определил золотоносцы Синдигирки и открыл всему миру Аймикон как полис холода. Мы, жители Аймикония, постоянно держим связь с семьей Обручева, а также представителями науки и Русского географического общества, которыми мы реализуем совместные проекты по увековечению его памяти. На средства администрации Аймиконского улуса была переиздана его книга «В неведомых горах Якутии». Улус поддержал организацию экспедиций по следам Обручева. Краевед, почетный гражданин Аймиконского улуса Тамара Егоровна Васильева, а также руководитель общественной организации Маргарита Федоровна Осипова, соорганизатор экспедиции по следам Обручева, принимали в всероссийских мероприятиях, связанных с увековечением имени Сергея Владимировича Обручева, в штаб-квартире Русского географического общества в Москве и Санкт-Петербурге. Открытие сквера имени Обручева, построенного в рамках программы поддержки местных инициатив в селе Тамтор, отличный подарок к столетию образования нашего родного Аймиконского улуса. На территории Краеведческого музея в селе Тамтор стоит астрономический пункт, известный ныне как Столб Обручева. Благодарные памяти известного исследователя, геолога, географа, члена-корреспондента Академии наук СССР Сергея Обручева, аймиконцы в октябре 2016 года с участием представителей Российского географического общества и Российской академии наук, членов семьи Сергея Обручева в рамках юбилейных мероприятий провели в Улусе научно-практическую конференцию и установили памятный бюст геолога в селе Тамтор, посвященный 125-летию со дня рождения Обручева. Основной идеей мероприятий стала популяризация научного наследия этого видного ученого, а также увековечение его памяти. В этом отдаленном районе республики собрались представители научного сообщества республики, а также гости из Москвы и Санкт-Петербурга. Выступление проректора по науке и инновации Северо-Восточного федерального университета, кандидата географических наук, заместителя председателя Российского географического общества отделения в Республике Саха-Якутия Данилова Юрия Георгиевича. Добрый день всем участникам открытия сквера имени Сергея Владимировича Обручева. Сергей Владимирович Обручев, как известно, внес очень большой вклад в дело географического и геологического изучения территории Аймиконии. Он первым выявил золотоносность этой территории, и, конечно, это дало очень большой толчок для развития не только золотодобывающей промышленности, но и в целом народного хозяйства территории Аймиконии.
Очень здорово и приятно, что руководство района, руководство Наслега, население проводит очень большую работу по увековечению его памяти. Наше отделение Русского географического общества также включилось в это благородное дело. И еще в 2016 году состоялся первый визит дочери Сергея Владимировича Обручева, Татьяны Сергеевны Обручевой, к нам в отделение. И после этого, как говорится, работа у нас закипела. И при поддержке Северо-Восточного федерального университета были выкуплены права на работу в архивах и публикацию архивных материалов, посвященных, точнее не посвященных, а именно работ самого Сергея Владимировича Обручева. Так? И в дальнейшем у нас запланирован выпуск такого альбома фотографий, сравнительных фотографий, потому что Сергей Владимирович Обручев делал фотографии. И вот во время наших экспедиций мы находили эти точки, с которых он делал фотографии. Даже нашли один тур, так, сложенный из камней. Явно, что это отмечено, что где он делал фотографии. Так. И с этих же точек делаются фотографии для сравнения, какие же произошли изменения в ландшафте за почти, точнее, более чем уже 90 лет. И вот в 2019 году мне с третьей попытки удалось выиграть грант Русского географического общества. И уже благодаря этому мы, независимо уже от сроков практики, экспедицию провели в августе месяце. Экспедиция наша состоялась, как я уже сказал, в августе 2019 года. Участниками были 26 человек. Так, это прежде всего научные, естественно, сотрудники, так, в частности, Копырина Любовь Иннокентьевна, научный сотрудник ИБПК, Института биологических проблем кривоватой зоны. Она альголог, то есть занимается изучением водорослей. Так. Егорова Нюргуяна Назаровна, это сотрудник СВГУ, известный геоботаник, которая описывала растительное общество данной территории. Также, естественно, присутствовали наши сотрудники из университета, и студенты, и магистранты. Кроме того, в отряде приняли участие 12 школьников из научного исследовательского объединения «Эндемик», которым руководит Маргарита Федоровна Осипова из Уснеры. И вообще, хочу передать большой привет населению, прежде всего, Тамтора, потому что я вообще до сих пор, у меня в памяти 2016 год, когда была наша научно-практическая конференция, открытие бюста Сергею Владимировичу Обручеву, было уже достаточно холодно, но школьники в одних только пиджаках с белыми шарфами читали такие шикарные стихи, и так выразительно, это вообще очень здорово. Вообще я поражен населением Тамтора, вроде бы небольшое село, а столько у вас интересного происходит. И разрешите пожелать вам дальнейших успехов. И, конечно, не забывайте имена тех, которые внесли большой вклад в дело изучения и развития вашего не только района, но и Наслега. Слова благодарности жителям администрации Аймиконского улуса передает дочь исследователя Татьяна Сергеевна Обручева. Дорогие жители Тамторы, дорогие гости, я рада вас приветствовать на празднике, посвященном открытию сквера возле бюста моего отца Сергея Владимировича Обручева. Спасибо тем, кто участвовал в создании этого сквера. Огромное спасибо главе муниципального образования Барагонский второй наслег Протопопову Никифору Никифоровичу. Дело в том, что в 2016 году, когда праздновали в Тамторе 125 лет со дня рождения моего отца, Никифор Никифорович сказал, что, и открывали бюст, то Никифор Никифорович сказал, что здесь будет сквер. И вот сквер появился. Я рада, что я была в Тамторе в 2016 году, когда праздновали 125 лет со дня рождения отца, потому что с тех пор Тамтор это особо занимает, и его жители, Тамтор и его жители занимает особое место в моем сердце, потому что мне было здесь так тепло и хорошо, и здесь так помнят моего отца и тот месяц, что он жил в Тамторе. Уже в будущем году
3 февраля будет уже 130 лет со дня его рождения. И я надеюсь, что кто-нибудь придет 3 февраля и постоит здесь несколько минут, если будет не минус 60 градусов, конечно, и вспомнит о моем отце и о том, что принесли его экспедиции, что значили его экспедиции для Якутии. Ну а потом, когда кончатся наши карантинные страдания, может быть, нам удастся отпраздновать 130 лет со дня его рождения как следует. И я надеюсь, что, может быть, мне удастся приехать еще раз в мой любимый Тамтор, в Якутию и в Тамтор. Еще раз с праздником. До новых встреч! Они упорно шагали куда-то на край земли. Для них дорог не вели, и гати потопем не клали, и не возводили мостов, с подарками не встречали. Они, безумцы, молчали, они, обессилев, ползли, и в стол топорами вбивали на самом краю земли. Среди заснеженной равнины тропа едва-едва видна, дороги к дому неисповедимы, и все ж, тропа для всех одна. Я знаю, есть сердца, как флаги, как звезды крупные в ночи, одни источники отваги, борьбы и мужества ключи. Есть люди, о которых мы пока сказаний не сложили. Они для нас на свете жили, для нас горели их умы. Дорогие земляки, уважаемые гости, еще раз поздравляем вас с этим историческим событием, с открытием сквера. А сейчас возложение цветов у бюста Сергея Владимировича Обручева. Аймикунцы достойно увековечили имя выдающегося исследователя Северо-Восточной Сибири, геолога и географа Сергея Обручева. Еще раз поздравляем с открытием сквера, исторически значимым местом, связанным с именем Сергея Владимировича Обручева.